Здесь особо не ходил, друзья, в этих местах. Ну, вот в этом месте. Ну, пройдемся, что попробуем. Коряк очень много. Блин, встречный ветер, конечно, вообще неудобно. Взяла, ребята. Блин, сейчас кусты меня прижмет. Все-таки сработало. Тут щучка небольшая, я так понимаю. Вообще небольшая. Да. Малышка вообще маленькая. Тихо, подруга, тихо. Сейчас мы тут тебе аккуратненько. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Опа. Щурочек. Щурочек, ребята. Ну вот, первая поклевка у нас. Блин, ветер, друзья, конечно, несет очень сильно. Ну что, девчата, понеслась? Все свое вожу с собой. Давай, дочь, потихоньку. Сейчас все сюда загрузим. Все красиво положим. Такие вещи. Да. Кого? Палатку потом сюда вем. Сейчас у нас ширина, знаешь, какая? Мы можем и так. Давай там печку. Кира, воду. Кормка. Сейчас тут загрузимся нафиг. Как нужно. Давай, дамы, на борт. Давай туда, дочь, садись. Куда? Да? Давай туда приходи. Мама сюда. Вот это нагрузились. Пойдет так. Ну-ка, папа. Вау! Привет! Так, вам поменяться надо туда. Что, дочь, готова? Лариса Юрьевна. Баллонов столько намыло, блин. Что, попробуем выскочить? Вон нагрузили, блин.
Вот здесь будем обитать. Все, доча, прибыли. Папа здесь рыбачил уже. А я тут не была. Слушай, в этом году был здесь? Здесь я был, да. Здесь я был 2 раза по большой воде. Донки от костра кидал, потом вода упала, вот здесь кидал. Представляешь? Ну все, долетели. Ух, прохладно, блин. Да? Вот тебе и лето, блин. Лето. Вставай на борт. На борт вставай, не бойся. Можно? Да, конечно. Папа, держи. Прыг. Первый пошел. Риса Юрьевна, давайте. Ваша очередь. А, по борту на нос можешь наступать. Мама, песочек-то теплый. Да, еще скажи, купаться будем. Ой, друзья, всем привет. Смотрите сегодня, кто со мной. Вся моя женская банда. Сегодня наконец-то, ребята, вырвались. Наконец-то мы в поход. Сегодня у нас 11 июня. Июнь только по календарю лето. А летом не пахнет, друзья. Очень холодно. Днем 10 градусов, ночью 2, даже заморозки, да? Да. Страдают ребята. Грядки у нас на севере холодно очень. На июнь, в общем, весь холодный, как будто обещают. Нагрузили всяко разное, ребята, взяли просто все. Лодки тяжеловато было, ребят, но выскочили на глис. Так что, ну, долетели. Решили сюда. Здесь мы любим кайфовать, здесь место такое, нам нравится. Есть пляжочек, в принципе, сухо. Дочь погуляет. Подышим, ребята, воздухом, побалдеем. Короче, все, ребят, ставим сразу лагерь. Мы приехали рано. Будем ставить лагерь. Палатку большую взяли, раскладушку, печку взяли, чтобы не замерзнуть. Будем готовить вкусняхи, рыбачить, донки. Сегодня новые снасти, ребята, новые вещи. Короче, будет интересно, наверное. Давайте с нами, ребят, проведем эти сутки на природе, побалдеем. Все, у нас разгрузка потихоньку, помаленьку. Так что давайте, погнали. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня бы хотелось поговорить о транспортной компании, о грузоперевозок. В наше время это очень удобная система. И я в том числе пользовался транспортной компанией, перевозил такие вещи, как лодочный мотор, палатки, печки. Ну и самое из тяжелых и габаритных вещей это мотобуксировщик. Перевозил я с города Ярославль до города Сыктывкар. В моем городе насчитывается около 8 транспортных. Но одна из которых мне очень зашла, это транспортная компания ПЭК. ПЭК – эксперт в сфере комплексных решений и организация грузоперевозок на территории России и за рубежом. Отличная черта компании – ее надежность и комплексном подходе к решению любых сложностей. Филиальная сеть ПЭК насчитывается более 300 отделений в России и за рубежом. Работают по всем странам СНГ, а также Турция и Китай. В общем, друзья, в каждом городе вы найдете свой отдел. И даже в Якутии. Осуществляют любые виды типа перевозок от авто до авиаперевозки. В общем, ребята, как раз за Якутию парни с Якутии писали, как доставить мотобуксировщик. Ребята, вот, в принципе, транспортная компания ПЭК решит этот вопрос. Оформление и отслеживание онлайн. Очень удобно. Не надо никуда бегать, звонить, искать. Сидишь дома, отслеживаешь по телефону трек, смотришь, как груз движется, пришел, ушел, в каком месте и так далее. Очень, конечно, удобно. Забор и доставка груза день в день, выходные и праздники. Надежность перевозки. В общем, ребята работают без праздников, точнее без выходных. Очень, конечно, удобно для нас. Не надо подстраиваться. В любой день можно приехать, оформить и забрать. Выдача груза по СМС. В общем, ребята, это как раз моя система. Мне это очень подходит, так как я живу в деревне и не всегда могу выехать в город, прям в срок забрать груз. Звоню друзьям, которые живут в городе. Ребята приезжают, диктую им код, и груз уже парни забрали. Это, конечно, очень удобно. Не у всех транспортных есть такая функция. Гибкие трафики, возможность отсрочить платеж, акция и программа. В общем, друзья, много всяких плюшек, бонусов, фишек, скидок. Каждый день у ребят с транспортной проводят какие-то акции. Это как переезды, допустим, кто-то хочет переехать, и вы как раз попали, ребята, под эту акцию, и вам будет начислена скидка. Школа, посуда, сантехника. В общем, куча, ребята, различных всяких акций. Оставлю ссылку в описании. Заходите, узнавайте,
перевозите, ребята, свои вещи в безопасности, не переживая. В общем, ссылочка внизу, друзья. Ну, мы смотрим дальше. Всем приятного просмотра. Погнали. Вот, смотри. Да. Чего? Ну а что, ты в лес приехала, дорогая? Так зачем снял-то? Неудобно мне. Дочь, идем побрызгаемся. Поставили, ребята, нашу здоровенную палатку. Это Алтай, УП-3. Многие увидели ее. Хожу я с ней, зимой живу. Небольшой, ребята, лайфхак. Когда растягиваете, закрывайте дверь. Потому что если сильно утянешь ее, дверь потом будет мешать. Ну, тяжело будет. Поставили, закрыли дверь. И все. Здесь у нас есть второй слой. И есть москитка у нас. Чувствуется от зимы, палатка попахивает немножко, да, Ларис? Да. Еще пускай сохнет на солнышке, проветривается. О, красота. Новый стол. Что там кармашки, смотри. Президент. А, вот эти цепляются, получается. Эти. Опа. Все. Ей дадим? Ну дай. Надо от тебя раскладуху. Куда тебе? Куда? Так-то помогает, да, палатке? Ну, конечно. А на улице она может бесполезна, а вот в помещении нормально помогает. Проходите. Заходите. Да, не думал, что мы летом будем печку брать с собой. В июне месяце, блин. Конечно, труба.
Так, друзья, ну что, поставили таборок, палаточку. Все, у нас 2 раскладушки. Девки будут на раскладушке отдыхать. Ну, а папке придется тут возле печки на земле. Нет у нас 3-й раскладушки, хотя эта палатка, ребят, спокойно помещает 3. Комфорт вообще без проблем. Установили печку сразу, потому что ночью будет дубак. Сейчас пока нормально. Я даже в шортиках. Короче, набрали, ребята, хавчика опять. Труба. Будем готовить всякие вещи интересные. Ну, в принципе, у нас уже обед. Мы ничего не ели сегодня еще. Время у нас, 2:30, дама. Так что надо готовить уже. Ну, уже к вечеру начнем рыбачить, ребята. Еще надо съездить за дровами на печку и на костер. Хотим возле костра побалдеть сегодня вечером, да, дочь? Что такое пьешь? Йогурт я ей взяла. Йогурт. А что на обед? Арбуз и кокос. На обед, Ирина, что у нас будет? У нас фарш с болоньезом. Макарошки? Пирожки. Макарошки с болоньезом, ребят. Я захотела макарошки. Ты захотела макарошки. Все, я понял. Будем готовить макарошки, друзья. Так, что, плитку сейчас поставим сюда. Да. Сразу и будем готовить. Покушаем. Вкусненько. А потом уже рыбалка. Вкусом. Соня, новый дом. Черви, садок здесь. Ну, новые донки, ребята. Опа. Будем готовить на плите. Все работает, работает. Мусорка ловит. Надо сразу мусорку сделать. Вот так вот. А в палатке уже скворчит. Первый выход, ребята, у нас. Первый выход. Долго мы все не могли. У нас структура рабочая поменялась. Вообще режим другой, ребят, стал. И сейчас тяжело вообще выехать вместе. Ну, вот выходные плюс праздник, соответственно, есть у нас денечек такой вот. Мы кое-как собрались. Даже не хотели, потому что холодно, блин. Ну, все-таки решили, уговорил я дочь. Да, дочь? Мы поехали. Хочет, видишь. Разорвала бы целичком. Пошла вкусняшка, друзья. Что там только нету. Ребят, что холодно. Моторы бегают. Много людей на реке рыбачат. Понятно, лето все-таки. Люди хотят на рыбалку. Ням-ням-ням-ням. Вкусненько. Соус болоньез готовый уже. Я обычно на зиму сама готовлю болоньез. Но в этом году все съели. Весь соус. Воду привезли, ребята. Многие спрашивают: Андрюха, воду пьешь с реки? Когда один, ребята, я не заморачиваюсь. Вот когда с девчонками берем воду домашнюю. Потому что все-таки ребенок не привыкший. Я-то привыкший уже. Так, друзья, пока отвариваются макароны,
Хотел показать, что за движуха сегодня, ребята, у меня. Буду, в общем, рыбачить я на пенопласт. Вот такой пенопласт с чесноком. Запах чеснока. В общем, это уже продается, то бишь готовое. И вот такая оснастка, ребята. Тырская кормушка. Это делает парнишка Гарик Рыболов. Кстати, у него есть свой YouTube канал. Я так понимаю, что они с супругой начали делать производство свое. И вот именно донка, ребят, с кормушкой на леща. Сейчас покажу, как она вообще выглядит. Еще. Смотрите, друзья, вот, в общем, такая доночка. Есть разный вес. Я заказал сотки, потому что у нас течение большое. В общем, там есть, я так понимаю, различные веса. Так. В общем, друзья, смотрите, как она выглядит. Такая спиралька, кормушка скользящая. Здесь у нас петелька с бусиной, застежка, то бишь к основной леске мы цепляем. Вот такой, ребята, вертолетик, чтобы подымало, я так понимаю. И два небольших поводочка. Вообще, смотрите, 4 сантиметра, ребята, с крючком. И вот как стопор, как кольцо идет. Леска двойная, 0,4. В общем, мы будем забивать сюда кашу и сюда вешать пенопласт. Ну, чисто так попробуем на пенопласт. Так как на червя, ребят, я не хочу. Будет кусать мелочь, объедать. А вот на пенопласт как раз, мне кажется, если лещ будет, то... Ну, или вообще густерка, ясь, плотва крупная, возможно. Вот такие крючки. И смотрю поводки на шнуре, в общем, не на леске. Вот такая, ребята, оснастка. В общем, просто буду цеплять и погнали. Вот я заказал там 5 штучек. Вот они вот так приходят. Будем, ребята, заряжать, смотреть. Ну и на пенопласт. Ну, пенопласт можно изготовить самому. Нажать чеснока, так же, как замариновать, чтобы пропитать его. Можно какие-то пуфы ставить. Видели, сейчас с разных вкусов, разных цветов. Вот она у меня вот так пришла. Так что ссылочку оставлю, ребят. Там на контакт. Я нашел Гарика ВКонтакте. После дождя, ребята, так прикольно. Следов вообще нет. Это дочь у меня тут набегала уже. Смотрите, ребят, какие колошки себе приобрел. Ну, вот так двигаться специально. Как бы шлепки и, ну, и закрытые. Ветерочек. Там уже мель начинается. Вот где-то отсюда начну ставить. Да, дочь? Че довольная такая, рот открыла. Че, рыбу будем ловить? Дочь моя, будем. Ребята, штука помогает, смотрите. Поставлю палатку, столько комаров поднялось. Ну, сейчас единички там летают какие-то, но ничего не кусают. То бишь помещение, вещь помогает. Я бывает на фидер сижу рядом на ракотульке ларис вешаю. Ну так, знаешь, и то бывает помогает. Хотя бы вокруг тебя нету комаров. Вот такой обед, друзья, у нас. Макарошки. Лагман, да? Лапша лагманная, да? С баланеза, ребят, с фаршем. 30 секунды готовится. Вкусно. Положи по центру. Берите. Ира. Давай пообедаем. Я потихоньку начну расставляться. А я с тобой. 3:30 у нас. Надо потом за дровами еще съездить. Кэчо, чтобы готовы были уже. Потому что вечером будет холодно.
Плюс 9 Алиса показывала. Плюс 9? Мама смотрела, там вообще другая, да, температура? Нет, сегодня местами до минус 2 будет. В Прикинь, северных районах. прикиньте, ребята, Метель даже. на восточном районе республики у нас даже метель. В июне снег. Вот это да. Не знаю, приправа, наверное, какая-то. Так, друзья, будем мешаться. Замешаемся, так сказать, чем Бог послал. Чем Бог послал. Сегодня взял от Ямана базу, смесь желтая. На песочке, мне кажется, как раз будет 2,5 килограмма. База. Вот такая база. Сейчас, дочь, будем прикормку мешать. Как покормишь, так и половишь. Ну, тут и есть крупные фракции, конечно, тоже такие. Так, что тут у нас есть? Сухари панировочные, сухари бисквитные, крупа пшеничная, крупа манная, крупа кукурузная, пшено, горох, отруби, пшеничный жмых, подсолнечный сахар, соль. Короче, сам бы ел. Ну и пшенку, ребят, относительно я всегда ее делаю. Пшеночку. Ах, пахнет огонь. Ну, сейчас мы, ребята, все это замешаем. И это будет у нас... Сделаем такую ее... Такую ее сделаем. Да, это убери, дочь, туда на лагерь отнеси. Сделаем такую не рассыпчатую, а более жесткую. Вот на выходе, ребят, должна вот такая штука получиться, чтобы она прям жесткая. На фильтре, конечно, когда я сижу, я такую не делаю. Здесь у нас все-таки донка. Ну и вот на песочке вот так будет ее видно хорошо. Желтенькая, пшено белое. Мне кажется, огонь. Все, готово. Так, ну что, начнем. Смотри, смотри, будем рыбачить на пенопласт. Он воняет чесноком. Можешь понюхать. О, да. Кира, понюхай. В общем, что, берем нашу, ребята, снасть. Цепляем ее за вертлюг. Можешь вот здесь насаживать на прокол. На вот эти? Да, на крючки. Прям на прокол. Прям протыкай полностью. Ну и приткнула. Раз. На второй. Вот так вот. Вот, короче, ребят, такая тема. Все. Забиваем кормушку кашей.
Прям жестко забиваем. Вот так вот. Все. Ну, хорошо получилось то, что я хотел. Прям глина глиной. И все, ребята. Первая оснастка полетела. Здесь у нас мелко. Ну, здесь вот как раз вот именно лещ, белая рыба и ходит. 100 грамм кормушка. Будем смотреть. Клипсу, естественно, ставить не буду. Будем посмотреть, где как лучше. Ну, здесь хорошо. Здесь уже прям хорошо. Ну, тут мы в ямку уходим уже. Так, откапывай. Со всех сторон вот так. О, смотри, какой получился. Кувшинище. Кувшин. Там, с твоей стороны откапывай. О, дал какой. О, вот это кувшин, да, дочь? Здоровый. Сначала чищали кору. Если это... Вот, например, Так, друзья, еду за дровами. Растопил печку. Девки замерзли что-то, я не знаю. Короче, там уже Ташкент в палатке, нормально. Тут недалеко остров есть, там куча дров. Ну, в принципе, вот здесь, друзья, по берегу еще, смотрите, тоже сколько дров. Можно фигачить. Но здесь такой подъезд неудобный. Глина вот эта синяя. Там по колено засосет меня, наверное. Ну, в принципе, да. Поеду, ребят, я туда нормально. Ручеек тут такой хорошенький идет. Поеду я туда. Блин, здесь чайки на гнездах, друзья. Они меня, походу, схавают здесь, блин. Ну, вот тут постоянно кто-то пилит. Я всегда здесь пилю. Здесь постоянно намывает, блин. Нормально. Это заберем. По любосику.
это, друзья, старая. Смотрите, это по-любому осина. Думаете, как она сюда попала? Видите? Это бобры ее завалили. И сюда ее притащило. Вот это они поедали, грызли. Фух. Все, порядок. Теперь мои девки не замерзнут. Потому что ночью будет холодно. Пойду перезаброшу волжские снасти. 6:30 рыбалка начинается. Так что надо начинать перезабрасывать. Будем посмотреть. Эта поклевка была, да. Интересно. Ну, здесь такое место, друзья, что как бы такие снасти, понятное дело, я буду где полещу стоять, там буду ставить. Здесь так, ну, блин, вниз все затоплено еще, друзья. Там, где мои точки, они все затоплены. Где-то рядом с деревней тоже ни о чем. Здесь как бы так прикольно. Нам здесь нравится. Я что-то решил сюда, короче, не за рыбой. В большей степени отдохнуть, пускай девки отдохнут. Мы-то еще пободаемся. Дело прошлое, ребята, пенопласта-то нету на крючках. Тут или мелочь какая-то долбит его, или его как-то смывает, или что. Ну, кормушки моет. Потихоньку моет. Трава тоже, без нее никуда. Без нее никуда. О. Ну, понятно, ребята, смотрите. Пенопласт. Елец. Вот тебе, пожалуйста. Эльчик. Я-то думаю, что поставил, ага. Мелочка нанадет, пенопласт с чесноком. За здрасте. Понятно. Значит, режим тоже даем какой-то. Какой-то режим даем, значит, тоже. Надо смотреть тоже за пенопластом. Ну, так что, тема походу будет работать. Только в нормальных точках. Вода упадет. И будем уже бодаться. Ставлю такие побольше. Ставлю, друзья, побольше шарики.
Так, друзья, ну что, вечерок. Девки в карты играют. Молодцы, там что-то какие-то игры там набрали. Тишина, друзья, полная. Мелочь клюет, она долбит даже на пенопласт. Ну, походу ночью попробую порыбачить. Сейчас вот немножко стемнее, так скажем, и буду пробовать. Вечером тишина. Да, блин, что-то не надо было, конечно, сюда ехать. Я в прошлый раз был там, на той яме. Там на пляжах подлещик выходил. Вот можно было там как раз вот эту тему пробовать. А здесь что-то я уже какую рыбалку, здесь что-то ничего. В этом году нифига. Да и зимой здесь что-то так стало плохо. Не знаю, посмотрим. Ну, опять же, блин, полная нагрузка такая, неохота куда-то было ехать. Там тем более встать некуда было. Здесь так вот более, видите, ребят, спокойненько, травы не особо. Там бы в траву эту залазить надо было, там триммер надо было везти с собой, чтобы ставить палатку, косить. Не знаю. Парни там что-то тоже сидят. Тишина, смотри, ничего особого. В кустах там что-то бегают. У нас печурка топится. Красота. И вечер. Ветер успокоился, ребят. Смотрите, тишь нагладь. Тральногисы только один за одним. 5-я лодка, наверное, уже прошла. Вот что же значит прессинг рядом. У Олега живешь, блин, там ни одной лодки. Потому что далеко очень. А здесь он. Рядом деревни, не одна. И очень много людей. Ну, это сейчас много. Опять же, весной, осенью здесь никого нету. Игра, ребята, называется как колодец, получается. Надо перекладывать. Надо утопить другого. Да, ну нет, надо перекладывать, получается, валет. После вальта идет дама, король. Здесь идет центряк. И у каждого еще своя. То есть можно добавлять. Ну, в первую очередь, конечно, идет центр. Вот сейчас, допустим, Кирина ложит маме. Какой-то жук там у нас спрятался. Ну и, в общем, ребята, надо переложить все карты. И у нас пока 1-1, да? Да. Ага. Парни идут, сейчас поговорил. Вообще, говорит, ни выхода, нифига. Позавчера, говорит, клювало. Вчера. Ну, как обычно, короче. Клюет. Вчера и позавчера. И завтра будет клювать еще. Ну, я, ребят, хочу разловить все-таки эту снастишку-то. Понятно, что, смотрю, мелочь клюет. Но перезабрасывать ее надо. Потому что пенопласт, смотрю, тоже слетает. Ну, не слетает, или то как-то разбухает, размягчается. Мелочь его тоже, смотрю, долбит. Ельцы. Ну, хорошая поклевка была с вечера-то, на него я видел. Аж звенело, блин, я побежал. Подпривыкнуть надо, конечно, снасти этой. Ну, так смотрю, мужики-то ловят. Ну, здесь, наверное, не канать будет. Надо ставить там, где лещ, где густерка. Там, может быть, как-то будет веселее. Что тут у нас делают, дамы мои? Опять кушать готовить? Я маме боксы готовила. Что готовите? Мама готовит... Что? Что? Спринг-роллы. Спринг ролл. Рисовая бумага. Роллы готовите? Нифига себе. Спринг-роллы. Спринг. Это из рисовой бумаги. Да? Мы еще такую никогда не готовили. Круто. Давайте тогда я немножко свет включу. Хорошо. Палатка уже темнеть начинает. Что, одну хватит или две? Можем две. Давайте туда. Ну, туда сейчас сделаем, да.
Короче, рыба не клюет у нас. Мелочь. Сейчас скучно. Не нравится мне. О. Все нормально. Так, что-то я не понял. Что рассказывай, Юрий? Ну что такое вообще будет? Ну, это будут роллы. Вот такие. Ну, конечно, без креветок и без икры. Будут с мясом, с овощами. Ага. В рисовой бумаге. И жарить будет это? Нет, нет. Как типа получается пожарим мясо, да? Да, овощи мы в соевом соусе замаринуем. Угу. Короче, ребята, опять такая кухня, короче, у нас вот Новая. новая, своя. Никого не навязываем. Тут у меня перчик болгарский, огурец, помидоры, лук. А еще салат есть. Ага, и это все будем заворачивать, да? Да. Сейчас жарим, ребята, курицу. Это как Пока я, шаурма. Это как пока я гулял, тут шаурма. девки сделали, нарезали. Как шаурма? Да. Все, понял. Все ингредиенты. Я понял. Понял. Надо было еще кунжут взять. Но без кунжута тоже пойдет. Ну здорово. Че, давайте попробуем. Думал, сегодня будем костер делать. Девчонки что-то не хотят. Дрова, короче, тоже ни о чем, ребят. Внутри какие-то гнилые попались. Думал, на костер пойдет. На печку. На ночь нам хватит. Так, чисто побаловаться. Останутся, ничего страшного. Кому-нибудь пригодятся. Гниловатенькие какие-то, ну. Да я уже не стал там выбирать. Середина чуть-чуть гниловата, края, смотрю. Вроде более-менее. Нормально. Печальная беда. Да? Не трогай. Ну, смотри. Некоторые лопнутые вообще. Что это такое? Как продают? Ага. Капец. Ты что, хрустишь? Да. Да? Инна. Как чипсы. Сейчас что-нибудь придумаем. На закрутим. Ну, закрутим. На закрутим. Теплую воду, друзья, поставили, получается. Это как зеленая бумага. Ну, понятное дело, что. Ой, ай, больно. Вот так, друзья, обитаем. Смотрите, у нас печка топится. 11 июня на дворе у нас печь топится. На улице Дубак. Вот такое лето, блин. В прошлом году, кстати, мы тоже выезжали, да, с печкой, да, летом тоже. Кира, положи. Зачем мне? Теплая вода нужна, чтобы они размельчились, да, я так Да. понял? По идее, да? Всего надо 2-3 секунды. По идее. А может, надо было на маленькой попробовать сначала? Получится или не получится? Надо было взять вообще тарелку, да? Да я вообще первый раз такое вижу. Вкусные чипсы, только надо посадить. Да? И приправы всякие. Посолить, да? Поперчить. Кому чё? Короче, в эту штуку, друзья, что-то они будут курицу жареную туда. И в соевом соусе там все овощи. И я Заправлю. красиво. Ну вот. Ну сейчас потом на выходе посмотрим, что получится, короче. Юрий уже что-то все равно смастерит. Мы тут приехали мастерить. Рыба не клюет, ребята, ну будем мы высыпаться. Мы приехали сюда спать. На свежем воздухе спать. Да. Да, дочь? Не, Чё-то не будет клевать, так спать ляжем, да? Сейчас причем Сколько время? 9 часов 29 минут. Уже, видишь, 10 час. Я уже спать должна. Ну вот.
Вау. Мама, можно я свою положу? Вот смотри, сейчас Кирине сделаем. Давайте сейчас, ребят, посмотрим, что как вообще происходит. Что, говорит, это у вас тут происходит? Что ты хотела с майонезом? Смотри, что тут мутят они. Короче, салат. У нас получается вот эта бумага, вот эта. Пошла жареная курица. Это, короче, ребят, извращение базара ноль. Ну, походу, будет вкусно. И уже салат готовый. Это Да, вот... я перемешала с соевым соусом, который лук делала, мариновала. Угу. Соевый соус очень соленый, так что нигде ничего А не вот солите. это как... Это как... Если ее Вот. там сварить, Вот так это это, делается. это Смотри, будет... смотри, Кира, смотри. Смотри. Вот это так же было, как чикен ролл. Двойной курицы. Только из-за того, что он у нас рвется. Ну что, он лопнутый, да? Да. Вот так. И это уже все готовая получается штука, да? Да. Ну-ка, дочь, что скажешь? Прикол вообще не вижу я ни в чем. Тупо можно было лаваши закрутить и шуруму сделать. Ну, дома лежали столько времени. Надо было куда-то все равно использовать. Да? Вкусно. Да, дочь? Вот так, ребята, видали? Тут надо лайк ставить 100%. Смотрите, какая это уже маникулярная кухня, что ли. Азиатская. Что-то типа такого, да. Вот так, в лесу кто-то конетелится? Нет, мне кажется, нет. Только Новиковы тут чудят постоянно. Палатка стоит, значит, Новиковы, там печка, дым идет, значит, Новиковы что-то тут варят, жарят. Да, есть такое. Прикрыть, наверное. Жара уже пошла. Сейчас я попробую. У Андрея все развалилось. Там все вкусно. Ну что развалилось. Походу прикольно. Так-то тема, да, дочь? Да там все вкусненько, что там, салатик, курочка. Ну что, перемешать салат с курицей? Перемешаем. Мама, сделай Ну а что это вы тоже. сегодня у Да. нас уже полопали все? Короче, роллы, ребят, типа какие-то у нас вот были бы, почти, по идее. Нет, это как шурма обычная. Ну так-то нормально. Плюсуем. Молодец. Свеженько так по-весеннему. Ну так, можно вот реально. Почекиниться. Угу. Нормально. Короче, друзья, на выходе вот такая должна быть штука В получаться. идеале. Да. Вот, ну, у нас там есть, которые листы не полопались. Вот у меня полопались, я вот так его ем. Кира уже умяла 2. А так очень вкусно, прикольно, ребята. Ну так, необычно. Я уже спать хочу. Как закусочка. Дочь, спать хочешь? Да. Не холодно вообще? Давай под плед. Ой, под этот залазь. Я тебя Ну, стою. короче, нормально, что вот так, такие вот, как эти шаурмишки должны быть. Ну, прикольно. Да? Необычно. В палатке так, ребята, тепло. Великолепно. Фух. Ну, чувствуется уже заморозочек такой подходит. Ну, как заморозочек. Градусов 4, наверное, уже 5. А то и холоднее. Ну что, моя миссия маленькая. Буду ходить периодически, перезабросы делать. Вообще тишина полная. Нет, так я пораньше слягу спать. Будем высыпаться. Реально недосыпы такие жесткие ломят. С этими рыбалками постоянными. Ночными монтажами, ребята. Чтобы понимали, я монтирую бывает ночью или рано утром встаю. Чтобы как-то что-то успевать. Соответственно, сегодня такой релакс. Еще раз повторяюсь, не хотелось даже камеру брать. Хотелось просто побалдеть.
Но надо было заезжать в другие места. По рыбалке, ну, с такой нагрузкой. Это ближняя точка у меня. Ничего не оставалось, как здесь тормознуть. Ну, какая-то рыба, ребята. Что ли, да? Или показалось? Блин. Травы, конечно, море. Травы море, просто море. Что-то было, ребята. Что-то было. Что-то было и ушло. Там не ушло. Там на месте, ребята. Там на месте, короче. Подлещик. Что-то чувствовалось, что-то бодалось там, ну. Ну вот, пожалуйста. Пенопластик, друзья. Ну, как заело. Вторым тут даже забагрилась. Фига она жирная. Густерка. Такая. С икрой, что ли, блин. Давай, подруга. До свидос. Ну вон что, видите, ребята, берет. Берет. Значит, будет все это работать у нас тоже. Только надо прогреться немножко. Нам немножко надо прогреться. Пошла жара, ребята. Сразу на второй. Короче. Далеко ходить не надо, ребят, смотрите. Берет. Все берет. Ну, значит, будет работать. Значит, будет. Я просто думал, что мелочь, думаю, не будет хватать пенопласт. Именно вот такая мелочь. А здесь она, смотрю, хватает. К вечеру гусера вышла с подлещиком. Значит, может быть, что-то у нас и интересное будет. Просто тишина, ребята. Просто тишина. Но она не клюет вообще. Рыба не клюет. Время 12. Пись забросил еще. Пойдем, наверное, кимарнем часик-два. Попробуем утром. Девчонки спят. И я к ним. Я очень рад, ребят, что со мной девчонки мои. Это, блин, я просто кайфую от этого, потому что они со мной выдвинулись. Для меня это уже просто уже до мозга костей. Здесь это уже, здесь все уже. Я здесь уже живу в этой стихии. Но вот девчонки, когда вот со мной, это, конечно, я прям радуюсь. Прям очень. Ладно.
Добрейшего, ребята, утречка. Время 6 утра. В общем, друзья, никаких моментов по поводу рыбалки и не было. Лег я в 12. Даже не раздевался, в спальник не залазил. Лежал просто так на коврике, в одежде, возле печечки. Тепло было, нормально. Вставал в 2. Уже закимарил, прошла лодка, я проснулся. Проверился. Ну, короче, ничего интересного. В 4 я встал, посмотрел чисто так, визуально. Тоже никаких сработок. Я уже разделся и лег в спальник. И вот поспал еще 2 часа. Девки у меня проснулись, молодцы. Сейчас будем завтракать. Погода пасмурная. И, короче, ночью все рыбаки, ребята, начали спускаться, смотрю. Все едут обратно. Вчера поднималось. Вот так 5, наверное. Ну, тоже с ночевкой, я так понимаю. В районе 2, 3, смотрю, все даже утрянку не дождались, все домой. Очень холодно было. Видать, не клювало совсем. Ну, видно, ребят, что вообще не клюет. Просто не клюет. Так что тут как бы даже не по месту дело, а вообще погода, ребят, дубак. Опять не важно. Все это погода, блин, надоела она. Дожди. Сейчас дубак весь июнь вроде будет холодный. Так что посмотрим, какие планы у нас в дальнейшем будут, чем заниматься будем. В принципе, сейчас доски пришли. Надо гаражик достраивать. Свободное время есть куда девать. Ладно, сейчас проверим. Завтракаем. Поклевка, ребята, поклевочка. Ну и что ты, кто ты? Прошли вот с Ларисой. Перезарядили. Начал донки проверять. Удар. На пуфы там что как-то, а вот здесь. На пуфы, наверное, ребят, надо сразу тянуть. На пенопласт этот. Что там, шарик там маленький. Ну да. Плотва. Сорожка. Сорожка, ребятки. Ну, сегодня рыбу будем отпускать. Что у нас? Не поймали мы ничего. Толком. А так вот клюет, смотрите, ребят. Вчера елес попался, густерки. Значит, работает тема. Просто вода, ребят, очень холодная. Рыба просто встала. Все жалуются, что ни хрена не клюет. Так что подождем пока. Как там говорится, июнь на рыбалку плюнь. Ну типа такого, блин. Вот плотва звенела, сушно было. Значит, все нормально. Короче, плюсую, ребят, тему эту. Она будет у нас работать. В общем, ничего интересного, ребята. Вот поклевка была сейчас, вот плотва. Бац. Ни ездей, ни лещей. Да и место что-то вообще какая-то. Вообще что-то с местом стало. Раньше здесь, блин, хорошо было. Какую-то рыбку ты все равно наловишь здесь. Неважно, начинал с отсюда 3 донки, потому что вода большая.
Открывался пятачок, продолжал. Зеленка открывалась. Там ези, щуки хватали. Что стало, я не знаю. Здесь садками ловили всегда. Даже на донке там мелочь, там подлещики, подъездики попадались. Вообще. Да и вообще с рыбалкой, ребята, стало что-то. 3-й год уже, как ни о чем. А у нас, друзья, завтрак. Смотрите, я пришел с проверки, а у нас уже все тут готово. Как хорошо с девчонками кататься, а? Кофеечек уже. Надо было сливки купить, да? Так ты пьешь? О, кофеек. Дочь, выспалась? А ты, мама, выспалась? Ну так. Относительно? Да. Понятно. Кажется, соседи просыпаться. Ну да. Соседи хихикают тут. Соседи нас там что-то, да, хихикали. Потом тоже, смотрю, утухли. И вот лодки спускались тоже еще. Я все переживал. Волны большие. Мало ли что-нибудь там с лодкой, не с лодкой. Пришлось выходить, смотреть. Ладно. Завтракаем. Это, все кушаем. Сыр есть. Да, мне лучше сыра тогда. Что делает, а? Что делает? Хочешь, ты ходи. Перед батей в пекло не лезь. Вот так, ребят, ну что, Юрина моет посуду, потихоньку собираемся, 8:30. Дождь что-то там по пляжу бегает, правда прохладно на улице. Позавтракали, картишки поиграли. Ну что, рыбка не клюет, поедем домой топить баню. Завтра на работу, на площадку, доча. И хотелось, ребят, на этой ноте поделиться подарком таким великолепным. Это на 100 тысяч. И в принципе через 2 дня у меня день рождения, ребята. И как раз вот такой приятный подарок. Подарок не только для меня, как бы, но и в целом для канала будет очень полезен, потому что, ну, я давно хотел, давно мечтал. И сейчас у меня есть такая игрушка. Я думаю, будет контент более красочный, более интересный, красивый. Так как многие помните, когда я утонул на мотособаке, я утопил оборудование тоже. Ну и понятно, что восстановиться никак не получилось. Тем более монетизацию отключили. А с 20 числа, ребята, вообще полностью там закрыты все карты. Там даже эти копейки, которые приходили, уже, короче, их не будем получать. Так что сейчас для канала переломка большая. Ну, давайте не о грустном, а вот хотелось... Смотрите, ребята, какой подарок мне подарил Женя от компании Тафалар. Это от души Женя сделал. Это камера, ребят. Это камера с зумом. Очень неплохая. Хорошая камера. С крутыми батарейками большими. В общем, ребят, для канала, конечно, это прям очень круто. Вот такую камеру Женя мне отправил, ребят. Здесь все как бы есть, все самое необходимое, все провода, запасная батарейка с зарядником. Так что, друзья, буду стараться показывать больше природы, потому что, ну, на экшн камеру это, ребят, не сделать. Здесь уже можно увеличить всяких птиц. Ну, сами понимаете, как бы. Я все, ребят, снимал на одну маленькую камеру. Многие спрашивают, как снимаешь. Вот, ребят, видите, штатив. В общем, я с головного крепления снимаю, закручиваю на вот это крепление. Потом
что-то делаю и заново опять же откручиваю оттуда и закручиваю на головное крепление. Вот такой подарочек, ребят. Эта камера стоит в районе 100 тысяч. Но она не новая, но нашли на Авито, потому что сейчас уже их не купить. И вот сейчас буду, друзья, стараться снимать, показывать. Картинка будет более интересная. Что-нибудь, как-нибудь, потому что, ну, я бы лично никогда в жизни не смог себе позволить. Потому что, ну, в данный момент это все сложно. Жень, спасибо тебе огромное. Вообще, большой привет твоей команде, банде. Парни, ребята работают. Впереди у них много проектов, потому что Женя на связи. Сейчас, кстати, друзья, есть мотособаки 110 тысяч в полной комплектации. И по промокоду Дрюня вы можете их забрать за 100 тысяч. То бишь 10 тысяч Женя будет скидывать. А вот такой подарок, ребят, на 100 тысяч каналу. И через 2 дня у меня будет день рождения. 32 старичку уже. И как раз я планирую, что у нас будет 100 тысяч на канале. В общем, ребят, у меня такой знаменательный день будет. День рождения и юбилей на канале. Работал, не покладая рук, так скажем. Что-то делал, конетелился. Сами понимаете, с такой сложной рыбалкой, как у нас, показывал, не ленился, выезжал. 5 лет, ребята, я отдал этому. Так что для меня это очень важно. Серебряной кнопки сейчас не будет. Из-за вот этих моментов в стране, вообще во всем мире. Она не придет, ну и даже не в ней дело. Чисто для себя, ребята, как какой-то этап я небольшой прошел. Было всякого, многого интересного. Так что за такой подарок, блин, очень приятно, ребята. Потому что это, понятное дело, что камера, кому это там интересно, да, но мне, как который люблю этим заниматься, это как мое хобби, приросла в работу, и сейчас это хобби опять превращается как в хобби, потому что, ну, не знаю, ребята, в дальнейшем, потому что будут, наверное, какие-то сложности, будем думать, потому что такие частые выезды, ребят, не получится мне делать. Скорее всего, буду я что-то думать в плане работы, потому что, ну, рыбалка сейчас забирает кучу времени и, понятно, кучу денег. Есть все для выездов, но нет понимания в дальнейшем, потому что семья, надо кушать, надо что-то жить как-то. Ну, понятно, на рыбалке как бы не протянешь, так скажем. Ну, кто понял, тот понял, ребята. Такие особо мысли в голову не лезут, но в целом немножко так объяснился. Ладно, друзья, собираемся потихоньку. Будем выезжать. По поводу, ребята, вот этих кормушек однозначно плюсую. Они будут работать, причем очень хорошо. Но только не сегодня. Погодка восстановится и будет нормально. Потому что я смотрю, и плотва, и все остальное, все клюет. А пока у нас, ребята, вот такая трава. Так, ребят, ну что, мы отходим. Все, собрали быстренько. Я пока донки сматывал, уже Юрию нам весь лагерь собрала. Блин, круто, конечно, когда все в теме, все понимают, все по местам, шикарно. Да, друзья, рыбалки не получилось, вообще никакой. Ну, отдохнули, да, немножко? Так, пожили, ребята, поночевали, выспались. Красота. Ну что, где наша не пропадала? Будем искать, будем бодаться. Вода холодная, сейчас раздевался, блин, аж ноги сводит. 11 июня. 12 июня, друзья. Праздник. Через 2 дня день рождения. Кстати, всех с праздником. Сегодня у нас День России. День России. А через 2 Виктор еще менюшка. Ладно, братцы, давайте увидимся. Мы погнали вниз.